Так. Так, недоступно, собирает. Я тут Шевига Маша Оль. Выжди, я сейчас все запущу. Ошибка технирас. Ассаламу алейкум. Витаю всех. Шевига Маша Оль. Аят Маша Оль. Маршал Дели, Извините за опоздание по моей технической ошибке. Я немножко не туда поставил ссылку стрима. Сегодня у нас 228-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня 30 мая 2026 года, время 19 часов 7 минут по Брюсселю, соответственно 20 часов 7 минут по городу Джахар. С нами Аят Эдигов, сопредседатель Президиума правительства, единственного легитимного органа власти чеченского народа, чеченского государства. Как обычно, на русском языке в субботу мы с Аядом проводим стрим и всегда готовы выслушать ваши вопросы, ответить на них. Вы можете писать их в TikTok, вы можете писать их в YouTube. Я их буду зачитывать, соответственно, я их задаю и тоже сам. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии, пожалуйста, и не распространяйте ссылку. Хоть нам это и нужно, но для вашей безопасности для нас важнее. А все остальные, как я уже сказал, присоединяйтесь, задавайте вопросы и так далее. Аят, я, как обычно, слово вам, Машу Олю. Маршал Дели. Хотите, Аят? Да. Да, выстрелил Аят, если как. Добрый вечер, дорогие друзья. Померщу. Как объявление сделал Аслан, сегодня у нас очередной стрим. Мы будем говорить о том, что происходит в мире, что говорят разного рода политические деятели, скажем, пресса, телевидение, и свое по этому вопросу мнение по тем вопросам, которые общемировые, работа, значит, нашего сопротивления против оккупации нашей страны. И в целом будем отвечать на те вопросы, которые нам здесь могут быть заданы. Значит, ситуация в мире, как вот мы видим по наблюдениям, достаточно интересная. Она может резко изменить ситуацию в перспективе. В чем, может быть, она будет изменена, так это в том, что мы видим, что отношения между Ираном и Соединенными Штатами Америки настолько напряжены, в кавычках, что Трамп оказался в ловушке у Ирана. В чем это заключается? Заключается в том, что Трамп согласился снять блокаду этого Ормузского пролива, то есть Иранского пролива. Трамп согласился, значит, достигнуть соглашения о, значит, принятии 60-дневного меморандума и о прекращении огня, и договориться о запуске договора о ядерной программе. Как говорит Трамп и делает заявление. Что из этого следует? Из этого следует, если так поразмыслить, и, как говорят, разная политика разного хода, слева, справа, из этого следует, что Америка терпит поражение в этом регионе мира. Из этого следует, что терпит поражение и Нетаньяху, Израиль, так. И из этого следует, что Иран теперь будут все эти, значит, суда, которые будут вывозить нефть через этот пролив, платить дань Ирану. Из этого следует, что теперь полностью по всем железным и другим дорогам пойдет на Китай тоже это нефть, газ и все остальное из Ирана. Из этого следует, что теперь, оказывается, все те задачи, которые перед собой ставил Трамп, практически они не решаются.
И что это дает в итоге? Что это дает? В итоге это дает то, что американская, значит, программа по налаживанию ситуации, скажем, в этом проливе, она потерпела крах. Но Трамп из этого выставляет, как будто бы все, мы там договорились, если что, мы там всех разбомбим, уничтожим. А на самом деле получается, что ситуация такая, и почему это делается? Вот вопрос ставит. Делается это потому, что Трамп не может ничего там контролировать, Трамп не может ничего там делать, потому что внутреннее положение в самой Америке, в Соединенных Штатах тоже не очень-то устойчиво, полностью идет критика его. Ну, из этой информации, которую мы видим, и он готов вот это все как бы отложить на 60 дней, потом говорит по ядерной программе. То вначале была информация, что идет решение о том, чтобы Иран передал все ядерное, там, уран и все такое, передал ему, Трампу, так, или передал Китаю, или России, даже до этого дошло. Теперь и это отложили и сказали, что они там будут по ядерной программе делать какую-то конференцию в будущем. Это с одной стороны. С другой стороны, как яствует из сообщения самого Ирана, Иран говорит, что никаких договоренностей в этом плане нет. Давайте убирайтесь с этого региона, давайте, значит, снимайтесь. И если вы не хотите, чтобы мы сейчас начали снова бомбить, они начинают бомбить где-то какие-то территории там этих стран. Америка тоже там что-то накуролесила, бросала туда недавно бомбу по Ирану. Но это так вот знаковые удары, которые ничего, можно сказать, не решают в целом для этой ситуации. И что можно сейчас думать о том, что происходит тогда, вот Украина, значит, российские отношения, как они могут здесь выглядеть в этом ключе. Получается, что в конечном итоге возможно, что Трамп в ходе всех своих действий может потерпеть поражение, скажем, не Америка, но если в лице Америки брать, то и Трамп, он как бы президент, не то что как президент Америки, но его поведение, оно все ведет к тому, что там он ничего не смог сделать, и весь авторитет свой меняет, тратит. Вот так идет информация со всех, как говорится, телевизоров, идет информация по интернету, по разным этим, которые я смотрел и наблюдаю тоже. И многие говорят о такой ситуации. Значит, в итоге может прийти дело к тому, что сам Трамп может вот в ноябре потерять даже чуть ли не пост президента. Вот такие вот прогнозы делаются. И если такое вот произойдет, к чему это приведет? Это может привести к тому, что если это и Трамп такое возможно, значит, в мире они как-то начнут к этому соглашаться, к этому подключатся европейские страны, Евросоюз, то может прийти к тому, что американцы, если сдадут, как говорится, назад, то для, собственно говоря, для России тоже это не будет позором сдать назад. Путин может это выставить как будто, вот видите, мы там, они ударили по Ирану, там то-то, 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 мы здесь это позахватывали. Теперь они даже речь идут о том, что сейчас НАТО может поделиться на две части, европейской, и где-то, чтобы отойти, тоже вопрос стоит. То есть Путин может здесь вот это выставить так, как будто бы он здесь какой-то герой стал, и что он достиг, и что он как бы, значит, такой великий президент. То есть вот так может в эту сторону, значит, склониться ситуация. А то, что сам Трамп вот сегодня дает полную заднюю, здесь вопрос однозначный. Вот по всем вот направлениям мы видим это. Потому что здесь еще вопросы по Кавказу, с Арменией, где там Путин написал, говорят, такое любезное письмо
Армении, и к премьер-министру, что мы едины, друзья и все такое назад. Если даже вы уходите в Евросоюз, мы все равно братья навек. Но в то же время говорят, все их экономические отношения, коньяк, цветы и другие там радости, которые могут приносить России, это тоже как бы блокируется. Одновременно письмо, и это одновременно. То есть ситуация может поменяться и в лучшую сторону. Как это может сыграть роль на нашу чеченскую тему? Почему мы не можем, скажем, об этом думать в рамках этого? Можем. Мы думаем, что если так ситуация будет разворачиваться в эту сторону, значит, все будет приходить в сторону, значит, обоснования всего этого, как нарушение норм международного права, которое было совершено с этих сторон, нападений на Украину. В то же время нам нужно тогда думать еще больше о том, всем нам, гражданам Чеченской Республики, чеченцам, нашим друзьям, что мы должны находиться в этом ключе, и мы были правы. Мы были правы с самого начала, и мы никогда не сомневались в нашей правильной политике, которую мы создавали наше государство еще в 91-х годах, и никакое отношение не имели к той власти, которая сегодня находится на территории Российской Федерации, этой новой государственности. Вот что кратко я скажу. Аслан, давай вопрос-ответ, уже 10-12 минут я говорю. Давай. Баркал, Аят Баркал, спасибо. Вот здесь, подожди, 1, 2, 3, сейчас тоже тут вопрос есть, и человек хочет по ОКЧН здесь в ТикТок с вами поговорить. Ну, я хотел бы сейчас вопрос от Эда. Эд, приветствую, Асланбек, друзья, всех приветствую. Чайвега Маша Воваль. Вопрос Аяду. Я, вы знаете, гражданин США. Я уже писал письмо, тогда еще кандидату в президенты Трампу. Я хочу еще одно письмо написать, теперь уже президенту Трампу, признать независимость Ичкерии. Хотел бы текст согласовать. Что вы скажете? Ну что, это прекрасное, значит, желание. Если есть такая возможность, давайте. В смысле, письмо написать-то есть всегда возможность. Мы обращались еще раньше некоторым раньшим кандидатам в президенты, говорили об этом. Но сейчас у нас вопрос пока что в этом вопросе открытый. Пожалуйста, если есть ваш текст, покажите нам, если хотите согласовать с нами. Это очень правильный ход, да? Спасибо, Эд, за эту инициативу. Прекрасная инициатива, действительно. Да. Спасибо большое. Так, Аят, вот сейчас, одну секунду, 1, 2, 3, сейчас, потому что ты включишься. По поводу вот ситуации, которая сейчас разворачивается, видно, что Россия начинает угрожать, выкручивать руки, запугивать, так сказать, братский славянский народ. Украинцев уже бьют по гражданскому населению, для того, чтобы американцы вернулись. Как вы считаете, если сейчас Трамп уже свою политику меняет в отношении Ирана, уже мы видим, и ситуация в отношении Украины тоже немножко меняется, хоть и осторожно. Как вы думаете, ситуация сейчас станет лучше для Украины, если Россия требует переговоров, а США не идут больше на поводу у России? Ну, понятно, что если Трамп заявил о том, что мы говорили об этом, что ему уже надоело, потому что такие сидячки ради того, чтобы посидеть и увидеть друг друга. Никаких подвижек нету. То есть, другими словами, Трамп говорит, действуйте самостоятельно, я больше туда вмешиваться не буду, я хотел вас помирить, а вы ничего не делаете, я так понимаю. Но это может приблизить только к тому, что противостояние между Украиной и Россией, Россия напала, то это должно, значит, рассматриваться с точки зрения справедливости международного права. Конечно, в этом случае то, что делает Трамп, это очередной ход, уже в какую он даст в итоге, значит, направленность, это будет видно. Но в любом случае видно, что Трамп сейчас выставляет свое положение таким образом,
Он говорит о том, что я вот столько старался, ничего не получается, и поэтому я буду сейчас думать о том, пусть они сами решают вопрос. У нас вопросы внутриамериканские, это наши вопросы, мы этим будем заниматься. То есть он как бы, значит, этой внешней политикой не отдает ему не отдает ей приоритет. Сейчас он будет заниматься как бы внутренними вопросами. На самом-то деле ему в сторону уйти не удастся все равно. Хотя это не удастся, но он делает здесь вот такие вот политические игры для внутреннего потребления, я так думаю. Потому что американский народ в целом думает в первую очередь о себе, а здесь вот постоянно заняты этими делами, они приносят только вред, скажем, американскому народу, никакая польза. Как говорят там, происходит только то, что мы видим, поднимаются цены на бензин, на продукты, каждый день они вот показывают это, поднимаются цены и вообще-то авторитет, скажем, рейтинг Трампа падает до 30%. Эта ситуация, она приводит к мысли его, что нужно срочно что-то делать. Я думаю, что поэтому он этот ход делает. В то же время, хотя думаю, что полностью отказаться от того, чтобы вот так вот в стороне стоять, ему не удастся все равно. И вот по поводу эскалации, все говорят, будет эскалация, будет там россияне грозятся, что какие-то атомные удары сейчас Путин будет наносить, там держите меня семеро. И как вы считаете, будет эскалация? Посмеет ли Россия нанести ядерный удар по какой-нибудь стране НАТО или же по Украине, не дай бог? Если какая-то глупость с их стороны не будет, случайность, то никакого удара не будет. Потому что этот удар, он понимает, что этот удар, который он нанесет, он получит обратно его сам, и это ему конец самому. А так Конечно. грозится, что я вот сейчас булаву запущу, я сейчас вот ударю, это все разговоры. Если бы ситуация, как бы, значит, была бы полностью, скажем, нападение на Россию, это другое дело. Но на Россию никто не нападает, на Россию сама Россия нападает на другие страны, территории. Это страна, которая имперская, которая пытается захватить чужие территории и, значит, их давить, высасывать оттуда все соки и влиять на, скажем, остальной мир. Вот что они делают. Мы это же видим. Поэтому это только угрозы, то, что они там устраивают в Беларуси, то, что они устраивают это. Тем самым они демонстрируют, что у них это оружие есть. Они как бы показывают, вот оно у нас есть, мы не применяем, мы, мол, хорошие, и чтобы у кого-то там, как говорится, извините, что-то опустилось, нет, с Россией нельзя так разговаривать, вот эти разговоры. И как вот здесь говорят, здесь либерально-демократические деятели, которые здесь на Западе находятся, они начали говорить, что ты говорил, тоже это, что вот, они ударят, он ударит, это ударит. Так не надо это разговорить, ударить, не ударить. Сами эти люди как раз таки являются, которые здесь являются этими имперцами. Они противники этой, значит, демократии, о котором она находится, и им дали здесь возможность где-то там выступать, они крутятся, вертятся, и здесь они снова защищают эту империю и этого Путина, если даже они не любят его. Вот что я думаю, такой Аслан. Вопрос Аят, вот это, как вы думаете, парад на Красной площади Вооруженных сил Украины в каком году будет? То, что он будет, я думаю, неизбежно. Вопрос, в каком году? Имеется в виду в будущем году, да? Нет, в каком году парад будет сам? Парад Победы на Красной площади украинских вооруженных сил. Вопрос очень интересный. Не знаю, я бы хотел, чтобы в будущем году было. Все. Спасибо, спасибо. Аят, здесь вот человек, он настаивает. Смотри, 1, 2, 3. В рамках чеченского этикета, в прошлый раз один заходил, обещал быть порядочным, но не сдержался. Поэтому, пожалуйста,
только в рамках сегодняшней нашей дискуссии и в рамках этикета. Я приму этого Давай. человека на день, два, три. У него ник, видимо, срочно Да, новый сделал. здравствуйте, меня слышно? Да, вас Алло. слышно. Да, здравствуйте. Да. Спасибо, что вы меня приняли, конечно, в рамках этикета. Я хотел задать вопрос господину Идигову. Скажите, вы ведь были председателем ОКЧН, да? Нет, я был председателем парламента Чеченской Республики, а председателя ОКЧН не было, был это общенациональный съезд чеченского народа, был исполком ОКЧН, который был избран этим съездом, и в этом исполком возглавлял президент, потом будущий президент тогда Жохар Дудаев. Ну, вы знаете, я изучал вот историю Чечни, меня зовут Марат, я из Казани. И у меня есть информация, что вот когда был исполком создан, вы были председателем, а Дудаев и Яндарбиев были заместителями или секретарями, кажется, так было. Нет, вы, может, считали, на самом деле я вам отвечаю, как был. Был собран общенациональный съезд чеченского народа, это с 23 по 25 ноября 90 года. Со всего мира были собраны выборщики по одному человеку от 1000 человек. Это был традиционный референдум чеченского народа, на котором были приняты декларации о создании чеченского государства. Это было 25 ноября 90 года. Через день, 27-го, эту же декларацию приняла и действующая власть, Верховный Совет Чечено-Ингушской АСР тогда. И затем вот эти все процессы уже дальше ясно, а председателем исполкома, первым председателем исполкома, единственным был Жохар Дудаев. Я не был... А второй раз в 96-м, когда хотели снова собрать ОКЧН? Нет, больше ОКЧН никто не собирал. Все эти разговоры о том, что снова ОКЧН, это неправда. Дело в том, что этот национальный съезд чеченского народа проходил в три этапа. Вот поэтому эти 3 этапа, они были до 90 по 91 год. В эти 90 по 91 год до 6 сентября 91 года Верховный Совет сложил свои полномочия власти. И, значит, исполкомом ОКЧН были назначены выборы, привлекая туда депутатов Верховного Совета СССР части, РСФСР и ЧССР. И эти люди, значит, разработали Конституцию, то есть разработали проект Конституции и приняли законы о выборах, парламент, президент, значит, о гражданстве. И на этой основе 27 октября были проведены выборы власти, еще будучи в составе СССР, и мы тогда провели и избрали президент и парламент, будучи в составе СССР 27 октября 1991 года. И вот после того, как мы это все сделали, наши все структуры власти действовали, у нас была все атрибутика суверенного государства. И вот после этого, когда вот это все случилось, верховная власть СССР и верховная власть РСФСР этому не препятствовала. Наоборот, верховная власть, скажем, РСФСР 24 мая 1991 года приняла соответствующее постановление по одобрению всех решений, так, изменения внесения в Конституцию, в том числе входило и это. И когда уже потом они развалили Советский Союз, то уже мы, выйдя из него, оказались полностью со всей атрибутикой, и с новой, в новом статусе мы уже имели свою власть. И президент, и парламент, в отличие от других всех автономных тогда бывших республик, и даже союзов республик. Мы сделали это тогда, и тогда мы 12 марта приняли
уже 92 года приняли конституцию своего государства, суверенного и независимого демократического государства. И Конституцию писал вот человек, который сейчас работает на кафедре уголовного права, Беслан, да, его звали? Где он работает? В Чеченском университете. Ну, то, что сейчас в Чеченском университете пишут, это абсолютная ложь, я вам скажу. Они там не то, что абсолют, они по поводу всего рассматривают, туда встраивают все, в их историю встраивают то, что не было и что выгодно империи сегодняшней. Понятно. Я вам отвечаю на эти сторонник вопросы. правового государства, да, Ахьят? Кто? Вы. Разумеется, я вам же говорю вам, что мы создали и приняли Конституцию суверенного и независимого демократического правового государства. И эту линию мы отстаиваем. Кто писал эту Конституцию? У вас же нет ни у кого там практически, кроме вот этого человека, его фамилию я забыл, юридического образования. Вы, молодой человек, говорите такие вещи, у вас нет или есть. Вы спросите вначале, у вас есть или были. У нас было в нашем парламенте, первое было, до 5-6 специалистов высокого класса. Кроме этого, мы привлекали людей и других, скажем, людей с юридическим образованием, Верховного Совета, судей, все это. И это принималось. А то, что там наговаривают, это все, этому верить нельзя. Если вам нужна истинная картина, я это говорю. Я был почти 5 лет председателем парламента Чеченской республики Ичкерия, и я вам говорю как бы с первых рук это все. Понятно. А вот еще вопрос есть. Но если вы выступаете за правовое государство, скажите, пожалуйста, как же так получилось, что антиконституционным образом свергли Верховный Совет ЧССР, который был избран народом? Убили Хоценко. Но это же не в соответствии с правовым государством. Хоценко вроде не убили. Ну хорошо. Значит, вы снова задаете мне вопрос утвердительный. Да. Вы не задавайте мне утвердительный вопрос, чтобы Максим, вы откуда? Никто никого не убивал. Я вам скажу, как это было. Значит, когда вот Верховный Совет поехал 18 августа 1991 года подписывать новый союзный договор, Верховный Совет, и у него было под рукой декларация Общенационального съезда и декларация Верховного Совета ЧССР, так? Так вот, эта власть, которая поехала во главе с Завгаем и другими туда подписывать договор, в это время 19 числа случился ГКЧП, путч. Отстранили Горбачева, Янаев, все это и сидели там. И наш Верховный Совет, который поехал туда, Завгаев, остальные, приехав туда, в Москву, предали нашу общенациональную декларацию и декларацию Верховного Совета. И тогда, когда они вернулись, они уже были в народе как предатели. И все, значит, весь народ, митинг вышел, как это, приняли все. Вот такое они. И 6 сентября все детали я не буду вам рассказывать. Настолько была напряженная ситуация, так, что на площадях, помню, сидела одна женщина и старый мужчина. Эти депутаты приходили и в их мешочек бросали свои удостоверения. До 50 или 40% они свои удостоверения сдавали, потому что это было предательство. А 6 сентября они собрались и так сказать, распустились, самораспустились. И кто какой-то... А то, что там были какие-то там... Кто-то с балкона прыгал, это все басня, да, были такие случаи. Но это же было не массово, это все, то, что вам говорят, это все рассказы, которые ведут вот эта московские агентуры. Это неправда. Но мне не говорят, это же факт. Это факт, что убили человека. Факт, вы только что приводите. Подождите.
Если это А факт, ведь то, что они были Послушайте, предателями, послушайте это же теперь. ни о чем не говорит. Это оценка Да, вы про ситуации. Белый дом молодой можете. человек, Смотрите, если вы с России, Аслан, вы, наверное, про Аслан, 90-е подожди. годы. Аслан, ты подожди. Если это факт, да, то давай Так. отключайся, все. Тебе не надо, ты мне учить пришел сюда. Отключай его, все. Нет, а почему так? Потому так что ты я с вами на мне «вы»? здесь без аргументов говоришь всякие вещи. Но вы пришли Ты к власти в результате... российской агентурой, вот то так разговаривает вся российская агентура, которая эти вещи говорит, это факт. Как будто ты был там. Я, к примеру, был там, и наши люди были там, и знают, что это было. Это ничего не говорит. Как ничего не говорит, если он предал решение общенационального съезда, референдума, и решение самой верховной власти? И кто их избирал? Их никто не избирал, к тому же. Это были избранники советской власти. Кто их избирал? Советская власть. Не надо такие избрали вещи говорить, молодой человек. Факт. В другом месте будешь говорить эти вещи. Мы это все выложили, все это есть. Да, были такие, не только этот Куценко, там и другие гибли, были такие моменты, но это было не массово, совершенно не массово. И поэтому была создана наша республика. В соответствии после этого к власти был избран парламент и президент, орган местного управления, все, что я говорил. Мне со мной спорить не надо, если вопросы задаете. Спорьте там у себя, с кем вам положено. В Москве спорьте или в другом месте спорьте. У вас нет никаких оснований говорить эти вещи. Не факт. Вам не факт это? То, что они предали решение своего народа, национального общины, и решение самого Верховного Совета. Вот что это было. Все. Аслан. Да, спасибо, Аят, абсолютно верно. Очень интересно бывает, когда россияне смягчили свою позицию, то, что они не обращают внимания на то, что сами свой парламент из танков расстреливали, и сотни, тысячи людей убили, когда становили свое государство, заходят и ищут какие-то соринки в чужом глазу, не видя бревна в своем глазу. Но не понимает, во-первых, она продукт Российской империи. Все. Он то, что говорит, это продукция Российской империи, он не может по-другому говорить. Вот здесь заявил, это не факт, учить пришел нас. А то, что, допустим, если татари, что татари не дали создать свое государство, и что его нагнули, и он не смог, Татарстан не смог стать суверенным государством, он это не видит. Это для него факт больше. То, что там управляет и лишает их права говорить на татарском языке в школах, то, что там, значит, преследуют повсюду, это он не видит и не хочет видеть. Это провокатор. Конечно, 100%. Ну, можно сказать, что, по крайней мере, раньше они говорили, что геноцид мы совершили. Перед тем, как начать войну против нас, что мы русских вырезаем, геноцид делаем. Теперь только одного Куценко он утвердительно заявляет, как будто сам лично был при его убийстве. Но этот Куценко видел, что там, когда вот эти выборы, то есть эти шли процессы, значит, самороспуска, я же говорил, чуть ли не 30%, 40%, они начали сдавать свои удостоверения уже там, так? И здесь, конечно, у них прошли вот такие бурные ситуации, а на улице, везде, во всем городе, везде стояли люди, которые возмущены были этим поведением. И Куценко захотел оттуда тайным сходом сбежать, вылез на балкон на втором этаже, и оттуда спрыгнул, ударился об бордюр, и в тяжелом положении его отвезли в больницу, и он скончался. Теперь они из этого хотят сделать. Он бежал, и все. Тоже были вот эти разговоры, конечно, они будут вести, но вот утверждать это не факт, это не так, не вопросы задает, а вот так. Но это говорит о том, что они пришли к тому, что сейчас вопросы они задают, а сами ничего сказать не могут. То, что сколько людей они поубивали, он это не знает. Марат какой-то, да? Марат кто-то, да? Ну, Марат или Максим, не помню. Ну, там не знаю, кто, но, по крайней мере, это российская агентурная, значит, речь. Да, 100%. Это говорит о том, что не могут они так, вроде бы и маргиналы мы, и незаметные, и какие-то там плохие все террористы.
Но все равно не могут они пройти мимо, зайти, нужно начать нести свою эту пропаганду. Это хорошо, показательно. А, так, Да, какие да. вопросы есть еще? Кто там? Да, Ая, вот смотрите, на днях залетел в Румынию на 29 мая ночью, врезался в многоэтажный дом в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной. Дрон, российский дрон, 2 часа ночи произошло, есть раненые, к счастью, погибших нет, 70 человек эвакуировали. И как вы считаете, это умышленно Россия таким образом нагнетает, вот пытаясь вернуть Россию, США, привлечь снова к переговорам, переговорному процессу, или это случайность, как вы считаете? Ну, я думаю, что это пробные такие шары, которые закинут они и по Балтийским республикам, по Польше, теперь стали туда. То есть они, значит, напрягают Европейский Союз, их лидеров. И чтобы у них как бы это изменилось мнение в отношении к этому. Я так думаю. А так, что это, говорит, случайно, все это не то. Ведь европейские ни дроны, европейские, ни одни туда на территорию России не залетают пока еще. Не залетают. Это, и во-первых. А во-вторых, Европа не захватывает чужие территории, как Россия. Нет. Значит, они напрягают и говорят теперь о международном праве, говорят о справедливости, требуют вообще ценить в высшей степени. И поэтому в Румынии то, что попало, я думаю, это связано и с Молдовой, событиями, которые происходят в Молдове, так? То есть они дают им сигнал, если вы, мол, Молдову будете стремиться к тому, как посадиться в Европейский Союз, или будете Приднестровье захватывать, вот что будет с вами. Я думаю, что это вот так вот, такой сигнал. Так. Желаю удачи. Сергей, спасибо. Взаимно. Слава Украине. Сергей. Друзья, есть вопросы? Давайте. Так, у нас тут ТикТок, общение. Но без вопросов. Так, окей. Вот по поводу Армении, можете рассказать, как вы видите ситуацию, что там происходит? Путин вроде бы грозится, потом как-то очень такой ласковый, нежно стал, начал там рассказывать, что это же мы же хотим для вас все, вот экономику придется с вами расстаться, там, ну, короче, такой хороший, как будто вот сейчас зажарит и съест. Что происходит, как вы считаете? Это обычные политические трюки, которые не играют не имеет никакого значения. Армения, армянское руководство поняло, что Россия будет их только гнобить, насколько это возможно, так? И никаких вот в этом смысле значит, надежд на Россию никакой нету. Если даже они занимались бы этой проблемой, которую они хотят расширить. Но есть силы в Армении, которые пророссийские, которые работают на нагнетание, значит, противостояния в Южном Кавказе, там, так? И в этом плане вот это все они раскручивают. Не менее, то, что сейчас делает премьер-министр Армении, мне кажется, наиболее трезвый подход к ситуации. И то, что он говорит и Путин, и другим, он является как бы примером того. Да, они будут теперь на Армению скидывать все грехи, они будут во всем винить Армению, и по возможности теперь, если Иран вот так вот станет там на ноги, грубо говоря, да, и через Иран будет давить. То есть Армения оказывается в такой ситуации, но у них есть сейчас, как мы видим, защитники, это Европейский Союз, Америка, ну, Турция. Они уже там проложили железную дорогу, через Турцию Армения уже открыла дорогу, мы говорили там как-то. Да.
Поэтому там вот этот будет очаг напряженности, это да. Потому что там вот эти, там линия столкновения, которая была сейчас в этом проливе, она может сместиться уже сюда, как бы, если там вот сейчас Трамп идет на всю уступку, как я говорил, то эта линия может вот там вот как бы и, значит, напряжение снова может создаться. Как это будет развиваться, будет зависеть от того, какая будет, значит, обстановка украино-российских отношений. Будут ли они изгнаны оттуда, будет ли решен вопрос в соответствии нормам международного права, принцип международного права, сможет ли тогда уже вопрос будет несколько иначе выглядит. Ну, думаю, вот так вот. Мгм. Вот, Аят, Грузия тоже очень поддерживалась Европейским Союзом, той же Францией, даже когда война в 2008 году была, прилетал этот президент Франции тогда. Сейчас то же самое. Не получится ли, как с Грузией, как поматросят и бросят? А сейчас уже вокруг со всех сторон очень, так сказать, ситуация накаленная. В том же Иране, Россия недовольна. Ну, здесь вот то, что я сказал тебе по Армении, так? М, Здесь я сказал то, что я думаю, что будет. А Грузия теперь не верит ни Западу, ни России. Да, Такой ситуация, что не верит ни тем, ни этим. И говорят, что мы будем самостоятельным государством. Ну, в целом, я говорю, власть, которая там сейчас да, есть, да. вот такое отношение как бы имеет, так? И она имеет даже ни посольства с Россией, не имеет никаких отношений с Россией, Грузией, так? Хотя, да, конечно, Москва пытается через свою агентуру действовать туда, но пока что вот такая ситуация, хотя эту власть и обвиняют в тех или иных грехах и говорят, что она промосковская, потому что она не проевропейская, она оказывается промосковской. Ну, главный там вопрос, насколько я понимаю, это вопрос принципиально отношения, значит, к тем принципам и, скажем, основам морали, нравственности, которые есть у Грузии, и разница, которая есть на Западе и в России. Плюс вот в Грузии как бы в этом смысле отдельным очагом власти или отдельным очагом в мире выступает. Они говорят, что нам нужно объединиться в единое как бы пространство, Кавказский дом, в котором мы будем все эти вопросы совместно решать и привлекать к этому все силы кавказских народов, ну и расширяться в этом смысле. Вот что я слышу от них. Мгм. Баркалаят Эд задает вопрос по Армении тоже. Аят, как вы думаете, нужно ли многим поддержать Пашиняна? Я думаю, что многие должны поддерживать Пашиняна и курс его в Европу и демократии. Что вы думаете? Ну вот здесь вот, где я живу, здесь я знаю некоторых людей, а они армяне. Вот я их встречаю, вот недавно встречал их, разговаривал с одним. Они здесь говорят, что все армяне за Пашиняна. Вот здесь во Франции много же, кто мне говорит, нет, он победит и все. И такое настроение всех армян, они же будут здесь, видимо, голосовать, так? Ну и так вот он меня убеждал. Мгм. Так что там будет, как будет, потому что они реалисты, они понимают, если они останутся, значит, под крылом у России, к примеру, там, да, то в конечном итоге они будут такими ненавистными, как сейчас может оказаться и Израиль, который, видишь как, из-за этого поражения, которое сейчас терпит Трамп, Америка с Ираном. И отношение к Израилю, как бы, значит, напряженное во всем мире, как бы, становится, да? Вот, хотя народы, там, израильтяне, по большому счету, и не виноваты, а виновата власть тамошняя, так? Хотела, которая добиться того-то или иного, но ситуация вот так вот обернулась,
И они сейчас, видимо, могут оказаться не у власти в скором будущем, по крайней мере, в этом или в следующем году. Так вот предполагают здесь вот разные дикторы и политики тоже. Ладно. Баркалая, спасибо. Здесь человек Павлик Морозов, с ником Павлик Морозов, ну, все, отключился. Тоже просился. Спасибо, Волчара, спасибо за лайки, спасибо за все. Мандерака, приветствую всех, витаю, друзья. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Вот ситуация у нас на Кавказе разворачивается. Вот они сейчас много очень людей мобилизуют, отправляют на войну. Очень много людей. Сейчас все в очень большом таком проблемном состоянии находятся, депрессивном, стрессовом состоянии люди дома находятся. К чему это все приведет? Могут они тотальную мобилизацию всех мужчин объявить, и как потом в 44-м всех мужчин отправить на войну, а потом, как в 44-м, женщин, детей и стариков подвергнуть каким-нибудь репрессиям, той же депортации или просто убийству, как русские обычно это делают. Смогут или не смогут, мы же знаем, что власть в России теперь непредсказуема, но если он, скажем, начнет в таком плане общую мобилизацию, то тогда это может аукнуться ему сильно. Народ может быть очень недоволен, да? Но это понимаем. Мы видим, что люди и так недовольны, видят, что Украина сейчас наладила свое военное, соотношение сил. У них уже лучше, чем раньше. Они более чем 1000 километров могут достигать любой объект в России. Теперь они уже тревожатся, сами россияне тревожатся. Уже сейчас говорит о том, что сейчас там надо победить, все меньше слухов, говорят, зачем эта война нужна. Так, вот такие вот слухи там и выступления мы видим. А может ли он это сделать? Не может. Ему нужны гарантии теперь Путину. Он не хочет лучше там сидеть, я думаю, хотя и говорят. Но ему нужна гарантия безопасности его семьи, гарантия безопасности ему. И если там могут вокруг него вот это есть люди, которые могут ему это обещать, в случае чего, и могут его отпустить. Ну, может, ситуация может измениться, но эти гарантии ему требуются, как это требовалось Ельцину. Помнишь, он искал то одного, то Степашина, то другого, то третьего, всех на президента менял. Каждые 3 месяца. Он менял, только искал, кто ему эти гарантии предоставить. Они были ему предоставлены, и это законом утверждено было. Поэтому он этого, Путин и поставил на эту должность. Она так и вот продолжается. И все ФСБшники были, каждые 3 месяца ФСБ, СВР, да. То там, Примаковы, Степашин. Да, конечно. Да, власть, так сказать, в одних и тех же руках. Да. Да, вот если, например, эскалация будет более мощная, что может Россия добиться? Вот технологии, финансовая поддержка, дроны у украинцев сейчас появились. Что может Россия сделать против Украины? Даже если она еще наберет этого мяса, еще пошлет эти мясные. Мне кажется, никакой эскалации не будет. Это будут какие-то попытки разовые, вот так вот сделать какую-то якобы эскалацию, ударить там этими своими новыми ракетами или еще какими-то орешниками, вот это все. Вот мы пошли, вот мы начинаем. То есть как бы это очень плохо, конечно, пугает. А так, чтобы они начали, мы же видим из всех вот вопросов, которые поднимаются, где говорят, что в России экономическое положение очень тяжелое. Мы думаем, что вот такая огромная страна, и у нее много в кармане денег. На самом деле она огромная страна,
территории. Но эту огромную страну содержать тоже нужно огромные деньги, огромные силы внутренние. Значит, и ситуация не такая, как вот думают, если у тебя вот такое положение сейчас, и тем более, что по международным всем делам она сейчас как бы изгое находится. Это Трамп пытался ее вытащить, там у него не получилось, он там, как говорят, вот эти американцы сами, ему не важно, говорят, решить эту проблему или нет. Они, говорят, смотрят на что? Они смотрят, будет здесь выгода в долларах или нет. То есть Америка, Трамп так. И вот исходя из этого они действовали, теперь они видят, что от России им ничего здесь как бы не достается, потому что с этим Ираном они сейчас в такую ловушку попали, так? И сам этот Трамп и Путин в эту ловушку попали, так? А Китай на этом, значит, себе очки зарабатывает, он выигрывает от этого спора. Ну и скоро Иран, этот действительно мы видим, станет одной из региональных держав вот там. Он будет региональная, так сказать, власть, которая будет влиять на ситуацию кругом, вокруг себя. Вот все эти малые страны, все такое. Потому что это большая страна, с одной стороны, а с другой стороны, с ней ничего не может сделать даже Америка, же видно. Это он не сможет сделать другое, потому что он сидит как бы, значит, на заправке. Отдать или не отдать. То есть все, что она оттуда выкачивает, отправляет, это до 30-40% мировой, так сказать, запасов нефти и газа. И если до 30% все это упадет, он заблокирует, так, то в мире буквально все возрастет, оно уже сейчас начинает возрастать. И в этом смысле у него есть это, как говорится, не атомная бомба, а у него есть эта бомба, равносильно этой атомной бомбе, которую он хочет приобрести. И, по-моему, это стало понятно самим иранцам. Сейчас они действуют против Трампа, действуют против Путина, потому что они совместно. И я думаю, что для них важно решить проблему свою, в первую очередь, для Ирана. Но они больше, по-моему, в контакте, вот насколько я вижу, с Китаем. Они наладили сейчас железнодорожное сообщение, значит, нефтеэшелонами туда. Это проще и быстрее. Уже наладили сообщение, да? И теперь они туда будут нефть все отправлять в Китай. Так что здесь ситуация вот так вот разворачивается, насколько я понимаю. Вот вопрос от Эда по поводу, как вы думаете, сколько фашистская Российская Федерация тратит денег в день на войну против Украины? Я вот искусственному интеллекту задал эту сумму, чтобы вам подсказать. От 400 до 600 миллионов долларов в день. Я не знаю, что это за суммы такие. 400-600 миллионов долларов в день. Вы считаете, Россия долго сможет с вот такими затратами? 167 миллиардов в год. Так сказать, если они, как говорят, вот по данным где-то до 35 тысяч, скажем, человек они теряют в месяц. Было такое сообщение. Да. Но эти все сообщения, они так вот, можно сказать, близки, может быть, истине, но могут быть больше или меньше, потому что здесь так не вычислить, в этой суматохе трудно все как бы вычислить все. Ну, по крайней мере, такая цифра идет, и ситуация о том, что в самой России тоже на все растут цены, и там вот это экономическое положение мы видим. Вот что это есть, насколько я понимаю. Ну, колоссальные суммы. Дай бог, чтобы как можно, так сказать, быстрее загнулась экономика России. Вот здесь Абдул Жабар Дакаев пишет ответ на то обсуждение Куценко, который выпал из окна. Это как раз и я имел в виду. И вот здесь Абдул Джабар Дакаев пишет:
То, что Куценко от страха пытался бежать через окно и неудачно приземлился, это его вина, а не вина митингующих. Милиция на тот момент крепко охраняла вход в Совет Министров. Как-то так. Очевидно, Абдул-Джабар – это свидетель или участник тех событий. Да, он через задний проход, он там какой-то был. Бежать пытался, туда, да? вылез на балкон и оттуда спрыгнул, и вначале никто и не заметил, потом только узнали, что он. А то кричали там все такое. Они сами тогда из-за этого предательства, вот этот Верховный Совет, вот эти Верховный Совет тогда надо было гнать и в других республиках, так? Потому что они точно так же, как и у нас, вот так вот предали свои декларации и все такое. Они, да, взяли, подписали так называемый федеральный договор, эти союзные республики, которые по статусу уже были, и создали эту Российскую Федерацию России нынешнюю. Да. А на самом-то деле они взяли, потом там были все президенты, все такое, потом они убрали всех этих президентов, потом они убрали все их языки, потом они вообще всех прогибают, не дают ничего, всех хватают, значит, посылают убивать украинцев. То есть делают, вот кого превращают они. Стоило ли в эту Россию входить или нет? Такую Россию. Поэтому мы вот так вот и тогда эти вопросы решали. Такая ситуация была. Так. Ну, в принципе, все, больше вопросов нет, друзья. Если нет вопросов, вот, Эд пишет вопрос. А сколько фашистская Российская Федерация уже потратила, а также людьми бессмысленная эта война, хотя это ускоряет фашистская Российская Федерация, как сказал Рязанов, будет гнить быстрее. А парад украинских войск на Красной площади ускорится. Дай бог, и Европа не будет спасать Россию, пишет Асламбек. Вот Европа и США спасали эту Россию неоднократно. И вот сейчас хочется верить, что не будут спасать, но так как из истории это происходило неоднократно, и нас на тех же Студебекерах, пока все мужчины были на фронте, наши женщин, детей, стариков, нас на Студебекерах, которые как были по ленд-лизу переданы Советскому Союзу для войны против нацистской Германии, использовали для уничтожения геноцида внутри страны, внутри Советского Союза. Вот не получится ли, что снова Европа и Запад, когда видят, что, как тогда вот уважаемый Бисо сказал, что хотят вырвать клыки и когти, медведя оставить как есть. Если когда они уже посчитают, что вырвали клыки и когти у медведя, ну, а мы-то остаемся рядом с этим медведем, они не будут опять его подкармливать и снова делать ему, не знаю, массаж сердца, чтобы не умер. Ну, я думаю, что тогда, когда эта война была против фашистской Германии, это была мировая война, так, первая и вторая. А сейчас-то вопрос идет не о том, что они нападают на Европу или нет, но Европа понимает, что они взрастили этого монстра и что он пытается снова их загнать. Из-за Европы нет такой страны, как Россия, имперскими амбициями или фашистующей. Нету. Хотя отдельные здесь есть движения разного такого рода. Но это очень слабые такие партии и движения, когда появляется, есть такое. Но это очень несравнимо. А здесь целая система власти такая вся. И поэтому они уже должны, я думаю, понимая это, в этот раз не будут спасать ее без того, чтобы как-то, значит, туда они будут стараться так, чтобы туда пришли во власти не эти имперцы. Если имперцы будут там во власти, то она снова возродится и снова будет идти и на Европу, и на другие страны. Это мы видим однозначно. Да. Это такая природа каннибала, крокодила, да. Не может по-другому просто. Да. Совершенно верно. Аят, спасибо вам большое. Мы Баркал, мы уже час в эфире. И если
Баркал, После всем вопроса. спасибо. Всем спасибо. До Во- следующей встречи. Аликеев. Да, во вторник у нас будет стрим с Аядом Идиговым. Обязательно не пропустите. В 19:00 по центральноевропейскому времени. Пожалуйста, всего самого хорошего. Спасибо всем. Дерейс хуй масана далдя герт кивер Аяд дерейс хуй. Ади кивер марш ойл. До свидания.